Казахстан может быть захлестнут шквалом кибератак. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства обороны и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов на конференции СОК-форум, передает корреспондент МИА Казинформ. Основные угрозы информационной безопасности мы видим в квазигосударственном, в частном секторе. Именно поэтому наши последние изменения в законодательстве в большей степени коснулись критически важной инфраструктуры страны. Здесь для нас непаханное поле. Если посмотреть последние отчеты по киберпреступлениям, то активность банковских троянцев падает. Люди наконец поняли, что надо каким-то образом защищаться, не надо совершать неправильных действий. Это уже хорошо. Это так называемая кибергигиена, сказал Абдикаликов. Как заявил спикер, корпоративный сектор понял все эти угрозы и научился достаточно эффективно защищаться. Даже в прошлом году, когда мы начинали построение киберщита, тех средств, которые у нас были, хватило, чтобы успешно провести Экспо и отбиться от всех атак. А вот в плане компаний, которые занимаются технологией и автоматизированными системами управления, технологическими процессами, вот здесь, реально, самые большие проблемы. Это как раз то, над чем нам предстоит работать, отметил эксперт. Почему мы еще должным образом не ощутили на себе развитие этого вектора атак? Просто хакеры пока еще не поняли, как монетизировать то, что вы можете вскрыть какую-то сеть. Как только найдут применение, каким образом это можно сделать, я вас уверяю, этот шквал нас просто будет захлестывать. Поэтому в текущем законодательстве мы попробовали укрепить все нормы, необходимые для развития именно корпоративного сектора. Это традиционная кибербезопасность. Руслан Абдикаликов. По его словам, сейчас обновлены правила и критерии отнесения к критически важным объектам. В июле этого года будет впервые создан этот перечень критически важных объектов. Основная задача заключается в том, чтобы защитить эти объекты. Абдикаликов рассказал и о том, какая напряженная работа велась для обеспечения информационной безопасности Экспо 2017, отметив, что главной проблемой была нехватка специалистов.